Расскажите, пожалуйста, про конференцию, которая у нас проходит. Мы организовали научно-практическую конференцию в системе дошкольного образования. Собрали из различных сфер психологов, более опытных, успешных. Из частной практики собрали. Также пригласили опытных специалистов с дошкольной образовательной системы. И еще пригласили магистра одного психологического образования, заведующего кафедрой психологического факультета. Думаю, встреча была очень насыщенной, информативной, так как мы рассмотрели детально с разных сторон, рассмотрели вопрос психолого-педагогического сопровождения. Особенно психологов интересуют вопросы документации, ведения документации и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы провели просвещение относительно этой тематики. Дальше был показан мастер-класс, актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения. Особенно рассмотрели коммуникативные возможности адаптирования детских воспитанников детского сада. И у нас выступили студенты с такой тематикой, как сопровождение детей из неблагополучных семей. Рассмотрели методы игровой терапии и коммуникативных возможностей. А вот сама детская, психология, насколько она сегодня актуальна, ее вопросы? Детская психология очень актуальна, так как с детских садов начинается формирование наших психологических состояний и вообще психологической сферы самого ребенка. Поэтому с детских садов начинается первая работа, как психолог работает, далее передается преемственность, происходит в школу, дальше в колледже и университеты. То есть сопровождение психологическое не останавливается ни на каком уровне. Мы видим, что сама конференция, она такая, скажем, масштабная за счет своего наполнения. Хотелось бы узнать, в первый раз ли она проводится в регионе? На данный момент это первая наша встреча с дошкольной образовательной системой. Мы решили провести ее в рамках года дошкольного образования в системе образования, начать такой год с научно-практической конференции. И решили пригласить именно практикующих психологов для того, чтобы они продемонстрировали нам методы и работающие практики при взаимодействии с детьми. Мы понимаем, что в детской психологии вы уже отметили плюсы, но хотелось бы знать, есть ли минусы, может быть, какие-то пробелы у нас в регионе? У нас очень проблематично просвещение, психолого-педагогическое просвещение, так как нет площадок для того, чтобы проводить просвещение. Психолог пытается урвать где-то место на собрании, на каких-то мероприятиях и проводить просвещение. Но темы огромные, поэтому очень мизерное время дается психологу для просвещения. Также есть и бумажная работа, которая много занимает времени, и на практическую часть, в принципе, у психолога времени не остается. Вот эти пробелы очень мешают в практической работе психолога. И в завершение, может быть, какие-нибудь слова напутствия, скажем так, молодым специалистам и благодарности уже опытным вашим наставникам? Хотелось бы порекомендовать молодым начинающим психологам не бояться работы именно с различными особенностями детей. Если они начали, пускай продолжают и не останавливаются в связи с тем, что результат появляется в течение работы. То есть, если остановился, вы не узнаете, был результат, не было его. Поэтому лучше стоит продолжить, а практически всегда, смотря на мой опыт, практически он всегда бывает. Поэтому лучше продолжить. А наставникам бы что сказали? Наставникам, можно сказать, спасибо просто, Диарис Халцан, за обучение, за постоянное просвещение наше и, в принципе, постоянную поддержку. Отлично, все очень хорошо.